и так до бесконечности. Именно эта медуза и опровергла самый фундаментальный закон естественного мира. Вы рождаетесь, а затем умираете. За загадочной жизнью этого существа, как и многих других, с фантастическими возможностями регенерации, продолжают следить ученые, пытаясь понять, что же людям все-таки получится позаимствовать у них. А главное, когда. Вы смотрели специальный выпуск программы «Самые шокирующие гипотезы», в котором мы рассказывали вам о самых последних достижениях науки в изучении окружающего мира. Если вы хотите знать больше того, что я рассказываю в программе, если вы хотите задать свой вопрос или рассказать свою историю, подписывайтесь на мой инстаграм прокопенко.тв. А мы с вами встретимся уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда в 18:00. В августе этого года на форуме «Армия-2020» министру обороны России Сергею Шойгу в закрытой части экспозиции показали самые свежие образцы техники. Среди новинок – беспилотный аппарат С-70 «Охотник» с дальностью полета, внимание, 6000 километров. Ничего подобного еще не было. По данным Минобороны, разработка «Охотника» ускорилась после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Радиус действия нашего беспилотника втрое выше, чем у американского «Риппера». Беспилотники – неотъемлемая часть современной армии. Они становятся все меньше и смертоноснее. Это турецкие дроны-камикадзе. Они объединяются в стаи и атакуют врага за сотни километров от оператора. Боевые роботы в небе, на воде и на суше. Этому киберсолдату ничто не помешает выполнить задачу. Он поражает цель, несмотря на любые помехи. Смотрите далее. Об этом молчали 60 лет. Рассекреченные подробности самого мощного взрыва в истории человечества. Роботы атакуют, на что способна стая дронов. И когда именно ждать восстания машин? Все наши современные танки напичканы электроникой, это потенциальные в будущем роботы. Оружие, которое сводит с ума. Как защититься от звуковой пушки? И кто изобрел гей-бомбу? Человек себя не контролирует, он кидается на все, что рядом есть живое, в том числе на своих сослуживцев. Какими будут автоматы будущего? Эксклюзивный репортаж со старейшего в России оружейного завода. Каждая деталь двигается, разбирается, снимается. Почему инженеры уменьшили мощность царь-бомбы? Зачем создавались ядерные минные поля? И можно ли лазером сбить космический спутник? Кто и как готовится к войне будущего? Смотрите прямо сейчас. Эти уникальные кадры 1961 года раньше видело только высшее советское руководство. Хронику под грифом «Совершенно секретно» корпорация «Росатом» опубликовала лишь спустя почти 60 лет.